Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 3 декабря 2020 года. И сегодня мы должны были говорить на чеченском языке, но так как обстоятельства сложились так, что сегодняшний стрим нужно провести на русском языке, следующий обязательно мы проведем на чеченском, а сегодня я хотел бы обсудить очень важную новость, которая произошла, которая поступила к нам 28 декабря ушедшего 2020 года. Так, я вас всех приветствую. Массарда салама шалду, всех витаю, всем рад. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию убийства в центре города Джохара двух братьев Тимурзиевых. Вернее, одного сообщается, что погиб, второй ранен. Также был убит один из полицаев чеченских, российских полицаев. Да? Ну, все происходило в городе Джохаре, временно оккупированной столицей Чеченской Республики Ичкерия. Всех деталей, конечно, мы знать не можем, так как не были непосредственными свидетелями, очевидцами тех событий. Но, конечно же, у нас есть веские основания не верить ни одному слову, которое сообщает нам оккупационная администрация в нашей стране. Все по порядку, я вам сейчас постараюсь все это рассказать. Не имея достаточных оснований, потом имея свои какие-то уважительные причины, я не мог об этой теме говорить, и на самом деле я не имел достаточно оснований. Хотя и сейчас их стопроцентных на руках я не имею. Но мы имеем право получить исчерпывающие ответы после убийства двух людей. Одного сотрудника чеченоговорящего полицая, потомственного полицая, как мы потом узнали, и второго гражданина России, Ингушетии, который видимо, проживал в нашей стране, в оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Так, давайте по порядку. Начнем с того, что 28 декабря, как я уже говорил, 2020 года в лентах новостей стали поступать сообщения о том, что двое неизвестных напали и убили сотрудника полиции. Одного ранили, одного убили. Давайте я вам с примерами все это буду показывать, чтобы все это было не голословно. Итак, Кавказ Реалии сообщили нам. Кадыров на силовиков в Грозном напали братья из Ингушетии. Они убиты, сообщил Кадыров 28 декабря 2020 года. Читаем. Напавшие с ножами на полицейских в Грозном. Грозно – это старое название нашей столицы. Ныне это город Джохар. Напавшие с ножами на полицейских в Грозном 28 декабря являются уроженцами соседней Ингушетии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Эти два брата, уроженцы Республики Ингушетия, Хасан и Хусейн Тимурзиевы, потом узнали их фамилии, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен, сообщил Кадыров. По словам, в результате нападения погиб один полицейский, один ранен, двое атаковавших застрелены насмерть. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет. Следующая новость. Сейчас, одну минутку.
тот же кавказский пока рассказывает, 28 декабря Кадыров сообщил, что в результате нападения на сотрудников патрульно-постовой службы в центре Грозного погиб один полицейский, его коллега ранен. Нападавшие были застрелены. Один из них скончался в больнице, отмечает глава республики. По его версии, они пытались завладеть оружием полицейских. И вот в этот момент начинает возникать, да, чтобы было понятно, Кавказ реалии, 30 декабря. Чтобы вы понимали, что происходит, да, потом же, сразу же Кадыров сообщает, они хотели завладеть оружием. При всем при этом, первого и погибшего, единственного погибшего полицая, все средства массовой информации сообщили, что он был без оружия и он был стажером. Возникает вопрос, если представители вообще любой террористической организации, да любой человек, если пытается завладеть оружием, он будет нападать на того, у кого нет оружия. Этот вопрос я считаю риторическим, так как нападение должно было быть совершено в первую очередь на того, у кого есть оружие. Теперь я вам расскажу сперва предысторию этого всего. Ту предысторию, которую я получил по своим каналам, и она заключается в следующем. Братья Тимурзиевы, один из братьев Тимурзиев, был без маски. У них возник конфликт. Он был очень сильно оскорблен именно вот этим погибшим сотрудником полиции. И этот бытовой конфликт, этим полицейским был Тимурзиев оскорблен, и этот бытовой конфликт перерос в драку, где братья Тимурзиевы проиграли, получили и разошлись. И в этот момент один из братьев, отойдя в сторону, надев маску, напал с ножом на того человека, который его оскорбил, который его унизил и оскорбил. Далее последовало убийство одного из братьев, ранение второго брата. И все бы ничего, да, бытовой конфликт, напали на полицейских, такое вполне возможно. При всем при этом мы знаем, какая полиция, российская полиция находится в Чечне. Это не полиция, это полицаи. Это люди, работающие на оккупационную российскую власть. На ту самую власть, которая убила 300 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей. И вот возникает ситуация. Произошел конфликт. Погиб полицай, погиб нападавший. Ну, какие вопросы? Какие еще могут быть вопросы после этого, да? В соответствии с оккупационной юрисдикцией этот полицейский является на своем служебном посту при исполнении своих служебных обязанностей. И покушение на убийство или убийство сотрудника оккупационной любой полиции, и это является тягчайшее преступление, которое карается до лишения свободы вплоть до пожизненного. Никаких вопросов это не должно было вызвать. И родственники Хасана и Хусейна Тимурзиевых и другие их ближайшие родственники в Ингушетии, имея намного больше прав, Ингушетия это Россия, и там тот беспредел, который творится в нашей стране, не позволяется. И как мы знаем, в Ингушетии за последние за эти 20 лет с приходом террориста Путина к власти, взорвав своих же граждан, как мы помним, за это все время сменились после Аушева, был Евкуров, Зязиков, потом Евкуров, теперь другой еще какой-то, Калиматов, ФСБ, ГРУ, они так время от времени меняются. Военные ФСБшники. И в этом плане новый управляющий республикой не берет ответственность за те преступления, которые совершили ранее другие
президенты или главы, как они там сейчас называются. Соответственно, у ингушского народа намного больше прав. Да, и мы это знаем. В Ингушетии намного проще отстаивать свои права. Там можно подавать в суд, там можно требовать у полицейских какие-то там соблюдения законности и так далее, и так далее. Требовать свои права. В Ингушетии это можно, так как Ингушетия была и остается частью России. Чечня никогда не была частью Российской Федерации, и мы воевали и очень много насолили русским. Русские нас ненавидят. И это мы все прекрасно знаем. Из-за этого установленная оккупационная власть и эта оккупационная администрация кадыровская в лице Кадырова, это называется банда кадыровцев. Да, обычная банда кадыровцев. Они прекрасно тоже знают, что мы ненавидим их, мы их презираем, мы их называем клопами с русского ватника. Они ими и являются. Это клопы обычные, Кадыров и все остальные. И ГРУ, который работает на русских, тоже являются клопами. Все, кто работает на русских, являются клопами с русского ватника. И ингуши, имея свои права, в деликатной, в нормальной форме, потребовали, во-первых, отпустить родственников Хасана и Хусейна, убитых в центре Джохара, и вернуть тела, как вначале сообщалось, 2 погибших, оба брата погибших. Потом нам сообщили, что 1 брат погиб, 2 находится в секретной тюрьме. И она тоже имеется. Об этом я вам сейчас по порядку все буду рассказывать. Они попросили вернуть тела и предоставить доказательства. Это нормально. В любом обществе, в любом государстве это нормально. Попросить доказательства, раз вы убили наших 2 людей, как предполагалось тогда, что 2 погибших. Пожалуйста, предоставьте нам доказательства. Скажите нам, как вы их убили, за что вы их убили. И я очень надеюсь, что ингуши не остановятся на этом. И вот той липы, которую показали, фотография с черным флагом на спине, за спиной этих 2 братьев, я считаю это липой. Я считаю это 100% фальсификацией. Так как эта фотография сделана с бумажной фотографии и не является цифровой электронной фотографией. Сейчас уже только менты пользуются вот этой фотографией. Вот этой фотографией, которая бумажная фотография для приобщения к материалам уголовного дела. И после этого началась после того, как ингуши обратились и попросили предоставить доказательства виновности своих людей, своих родственников, после этого началась самая настоящая истерия. Давайте по порядку сейчас это все обсудим. Вот видео с момента, вот уже после самого инцидента. Давайте посмотрим его, и будет видно. Вот вы видите на то, что вот 2 людей в форме поднимают одного. Это убитый полицейский. Вот именно под тем навесом, вот под этим черным навесом, мы видели вот эти кадры, где стоит вот этот человек. Вот этот убитый, видимо, вот это и есть тот погибший парень. Вот здесь полицай. Вот здесь он стоял. И в этот момент отсюда шел вот этот, как нам говорят, Тимурзиев, один из братьев, и сразу же начал наносить удар. Это мы видели. В этом как бы у нас вопросов нет. Вопросы возникают в том, что у меня есть данные, сообщается об этом, что это была провокация, спровоцировали этих молодых людей на драку, на конфликт. И то, что у этого сотрудника не было оружия, он стажер. Если и обвиняют в том, что он является ИГИЛом. А как известно, террористов, русские террористы и фашисты, людей, названных террористами,
их тела для захоронения они не выдают. Как они не выдали тело для захоронения Аслана Масхадова того же. И сотен и тысяч чеченцев, которых они убили. Их тела тоже они не выдавали, называя их террористами. Также недавно было в населенном пункте Катырюрт было убийство, тоже инсценировка убийства. Об этом у меня есть видео на моем канале. Казбека Байдулаева и еще одного человека. 2 человека высадили из машины, сказали идите, и были хладнокровно расстреляны. Казбек Байдулаев погиб. Второй молодой человек, ему удалось сбежать с этого места, скрыться. И его не убили. И точно так же, Казбек Байдулаев принимал участие, есть фото, видео, по крайней мере, ранее принимал участие. Где-то помогал, где-то он уже в их картотеке, где-то он у них имелся. И его к исламскому государству по странному стечению обстоятельств они не пристегнули. Но убийство Казбека Байдулаева было безоружное убийство человека. Точно так же было убийство Карины Спиридоновой. Таких случаев тысячи. Есть видео, фото, огромное количество убитых, инсценировок вот этих убийств. Но на это никто не обращает внимания. Не будем забегать вперед, давайте посмотрим это видео. Вот они сейчас забирают тело вот этого убитого полицейского. Вот это то место, где вот произошел сам этот инцидент. Вот вы видите, вот этот человек с какой-то сумкой. Вот эта сумка, что она из себя представляет? Что это такое? Так как на видео во время нападения на полицая там не было никакой сумки у нападавшего. Какая сумка, для чего она подкладывается? Вот смотрите, он ее кладет рядом вот с убитым. Вот, он положил ее, все. Он ее с рукой положил. Далее, после того, как родственники Хасана Хусейна попросили отпустить сестру, мать братьев Тимурзиевых и отца, по всей видимости, нам начали рассказывать какие-то невероятные сказки. Мы вам объявляем кровную месть. Да, для русских это может показаться, да, кровную месть объявили, вот там и так далее. Во-первых, Кадыров называет себя какой-то там российский чиновник, я это Россия, Россия это я, он говорит. И после этого возникает вопрос, как он может объявлять кровную месть. Допустим, Кадыров и Россия это так и есть, мы подтверждаем, Кадыров это Россия, квинтэссенция Кадыров этой России, да, это бесспорно. И возникает вопрос, что они убивают, да, для них кровная месть это в порядке вещей. Но сам Кадыров когда-то призывал помириться, отменить кровную месть там, и так далее, и так далее. Единственный раз, когда официальные российские власти объявляли кровную месть, был их агент, засланный сюда, шведский блогер, которому лорд по кличке Бутылкин обвинил его, объявил ему кровную месть. Это было сделано для того, чтобы этого шведского агента российских спецслужб не выслали из Европы туда. После того, как и это не помогло, с Польши этот блогер перебрался в Швецию, и они инсценировали или сфабриковали вот это нападение на него, да, из-за которого вот сейчас там судят людей и его сожительницу. Так вот, русским они могут рассказать, что вот кровную месть они могут объявлять. Но нам, чеченцам и ингушам, им очень трудно это объяснить и доказать. Кровная месть. Кровная месть это не какой-то такой принцип, что вот ты выскакиваешь, убиваешь направо-налево людей, которые убили твоих каких-то родственников. Это очень сложный институт, многовековой институт. И этот институт существовал на протяжении веков. И даже во время советской оккупации, царской оккупации.
этот институт работал и исправно контролировал, да, взаимоотношения между чеченскими и ингушскими обществами, да, внутри наших обществ, так как неотвратимость наказания за тяжкое преступление, в том числе убийство, она следовала вне зависимости, являетесь вы прокурором советской власти или являетесь там каким-нибудь большим чиновником советской или царской власти. На вас это не распространялось, и это сдерживало вот этих предателей, которые были на стороне, которые владели, имели огромные полномочия и власть. Их это сдерживало, потому что рано или поздно им приходилось нести ответственность за это. Так вот, один ингуш ранен, ну, не будем его называть ингушами, там, чеченцами, назовем двое нападавших и двое полицаев. Один полицай убит, один ранен, один нападавший убит, один ранен, по всей видимости. О какой кровной мести может быть? Если человек, напавший, уже убит, какую кровную месть можно объявлять ингушам? Я это объясняю только тем, что ингушей хотят заткнуть, родственников Тимурзиевых хотят заткнуть просто, испугать их, сказать: мы вам ваших еще родственников убьем. Но это незаконно. Я про российские законы даже не говорю. Про наши чеченские законы, это в соответствии с чеченским законом незаконно. Убийца полицаев не скрылся с места преступления и не находится в Ингушетии за спинами вот этих людей, которые делали обращение к Кадырову. Он там же погиб. Ни о какой кровной мести речи быть не может. За владение ножом, за владение табельным оружием исключается, так как у того погибшего 22-летнего чеченца не было с собой оружия. Он был стажером. Кровную месть объявлять незаконно, так как кровная месть произошла на месте. Все, уже никак нельзя. Более того, подключили родственников вот этих полицейских, погибшего и раненого полицейских. То, что раненые и погибшие, родственники раненого и погибшего полицейского будут об этом говорить, в этом нет никакого сомнения. Они разрешили своему родственнику выйти на эту работу и работать. И они являются на стороне России, то есть на стороне Кадырова. И, соответственно, им скажут, они сделают. Но они это делают незаконно. Они не имеют права объявлять кровную месть, когда она уже произошла. Это на месте произошло. Принцип талиона, око за око, он произошел на месте. Нападавший сразу же был убит. Далее, возвращаясь к тому же фото, которое имеется. Фото, опять же, сделано на бумаге оно сделано. Вот вы видите заставку моего видео. Мне потребовалось, я абсолютно далек от этих компьютерных технологий и так далее. Для меня это очень сложно постигаемая наука. При всем при этом мне потребовалось буквально 5 минут, чтобы взять голову Кадырова, взять голову Путина и приклеить вот на место вот этих двух ребят, которые там стоят. Сзади флаг. Как это можно сделать, если кто-то не понимает, как это можно сделать? Берется любая фотография, которая имеется у них в распоряжении. В деле уголовных материалов уголовного дела эти фотографии на тысячи людей у них имеется. На тысячи. Уже убитых и еще кто у них в розыске. Берется по комплектации 2 похожих человека, сзади флаг с ножами. Это тоже делается в этой ИГИШ, вот это ИГИЛ, это ФСБшная и партии Баас, иракской, Саддам Хусейновской партии Баас, это их детище. В этом нет ни малейшего сомнения. Кирсан Илюмжинов, президент Калмыкии, бывший президент Калмыкии, был установлен, что он имеет тесные связи и контактирует, занимается покупкой и продажей нефти, то есть обналичивание нефти, передает деньги вот этому ИГИШ. И мы знаем, что ИГИШ нанес очень большой вред тому сопротивлению Башару Асаду, который там был. Что творила ИГИШ, самая жестокая и террористическая организация? Ни один мусульманин не может это творить.
Если он себя называет мусульманином, мусульманин не может творить то, что творила ИГИШ. Убийство людей, сжигание, топить, взрывать, это все мы видели. Все это мы видели. Поэтому ни один человек, кто оправдывает ИГИШ, не может считаться нормальным, адекватным человеком, не говоря уже о том, что законно это или незаконно. Берется фотография, на которых два по комплектации худеньких лет 20, а все молодые ребята в основном худенькие, 20-18 лет. Прикладываются две головы двух братьев с других фотографий, которых полно у людей в телефоне, своих фотографий. И после этого просто делается фотошоп, который я сделал неуклюже, не имея никаких возможностей. Вот за 2 секунды Кадырова голову и эту голову приклеил. Все. Так что эта фотография не может приниматься в расчет. Во-первых. Во-вторых, если эти ребята на самом деле с ножами собирались выйти и совершить это нападение, то, конечно же, эти ножи должны быть именно в момент этого преступления. Без сомнения, это является преступлением. Бытовое преступление, это, на мой взгляд, оно все равно преступление. Убивать даже за эту драку, конечно же, не стоило этих полицейских, этих полицаев. Но при всем при этом есть особенности, до которых людей доводят. И это тоже не надо сбрасывать со счетов. После того нам показали эту фотографию и показали нам две видеосъемки. Одна, где вот он подходит и сразу наносит удар, именно в этот момент подходит. Этого тоже недостаточно. С учетом того, как развивались события и как истерила российская оккупационная администрация во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, объявляя кровную месть, о которой я сейчас говорил, запугивая, угрожая, там Демельхана выступил, Магомед Дауда выступил по кличке Бутылкин, Магомед Хамбиев выступил, или Тимур Даудов, как его там зовут, этого лорда Бутылкина. Магомед Хамбиев выступил, представился каким-то генералом, тоже начал какие-то там угрозы, там оскорбления, наезды. В моем понимании, а я знаю систему, в том числе в первую очередь я знаю российскую систему, правосудия, процессуальные правила, они всем известны. Если вы убили людей, у вас есть доказательства, приезжайте, напишите в прокуратуру, напишите заявление в прокуратуру. Вы имеете право обратиться в прокуратуру. Так должны были ответить. Почему должен на это отвечать Кадыров, так называемый глава? Почему об этом должен там так называемый Бутылкин, называемый председатель парламента, по-моему, он должен отвечать? Зачем должен отвечать генерал-министр обороны, генерал армии, без армии, Хамбиев? Зачем он им должен? Зачем они должны отвечать этим людям? У меня есть по этому поводу свои наблюдения. Два этих молодых человека после конфликта, бытового конфликта, не имеющего никакого отношения ни к какому исламизму, терроризму, каратизму, эти два человека совершили преступление и напали. Преступление, я это считаю, потому что они не имели права убивать даже за оскорбление. Даже за то, что их побили. Даже если их побили, эти менты там, они не имели права их убивать. Это преступление. Но это преступление не террористического характера. Это бытовой конфликт. И именно из-за того, что кто-то посмел напасть, убить вот этих беспредельщиков, которые могут так нахамить вам, так грязно вас оскорбить, особенно, будем честными, если видят, что человек там, молодой, хиленький, слабенький, там, нездоровенький, который может там, дать в репу так, что челюсть свернет, то и ингуш, у которого, ну, с Ингушетией проще жить, да, с ним, как мы знаем, они иногда так поступают, эти кадыровцы. И вот они убили. Произошел конфликт, погибли люди с обеих сторон. И что нужно сделать? Сказать, что это был бытовой конфликт?
Так эти два ингуша станут героями чеченского народа. Героями. Потому что их оскорбили, и они за это, отстаивая свою честь, погибли. Они знали, что их убьют. Я уверен, но это глупо не знать, что их убьют, потому что те убивают за меньшее, не говоря уже о том, что с ножами, если вы нападете, конечно, вас убьют. Двоих с ножами, кстати говоря, я только одного вижу тут на этом видео, может, я чего-то не доглядел. И тогда эти два ингуша станут героями, так как они отстаивают свою честь. А в этом временно оккупированном государстве нашем твою честь, твое я, твое достоинство, оно так ущемлено, что это невыносимо просто терпеть. И те чеченцы, которые там находятся, зная, что вот как сейчас братья вот этих Тимурзиевых, как родственники этих Тимурзиевых находят, мать, сестра, какое отношение вообще мать с сестрой имеют к этому? Какое отношение мать с сестрой имеют к убийству какому-то? Если их в чем-то подозревают, если они там как-то там должны их допросить, допросите, скажите, где они находятся, разрешите родственникам посетить их, а не держать их, оскорблять, бить, там, унижать и так далее. Чтобы это очень хороший пример для подражания возникнет у молодых чеченцев. Если молодые чеченцы подумают, если два ингуша вот так отстояли свою честь, да, ценой своей жизни. Если вы помните, ранее еще один чеченец убил одного русского на посту, оккупационного оккупанта, убил ножом после того, как они с семьей проезжали, с ним сидела его сестра, жена, родственницы. Русские его оскорбили, я сейчас забыл имя этого героя. Он вернулся с ножом и убил этого русского оккупанта за то, что тот перед сестрами, перед ними их оскорблял. И сам там же погиб. И вот то же самое, чтобы не произошло, что нужно же будет разбираться, а когда будут разбираться, нужно привлекать свидетелей, разбираться вот со всем этим делом. И получается, что ингушей оскорбили. Эти два брата были оскорблены, и они взяли и за свое оскорбление, за свою обиду убили людей, убили полицаев. И тогда нужно будет разбираться, почему, какой мотив в любом преступлении должна быть мотивация, мотив должен быть. И если этот мотив будет, что их оскорбляли, унижали, избили, еще что-то с ними сделали, тогда эти ингуши, получается, были спровоцированы на это преступление. Хотя, опять же, оно все равно остается преступлением. И в таком случае виновные могут быть названы, обозначены, что вот эта российская полиция во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, она не совсем народная, как любит там Бутылкин или Кадыров об этом рассказывать. Они являются античеченской, далеко не народной. Не то, что далеко, вообще не на йоту не народные, а антинародные. Давайте, и для того, чтобы не произошло, что эти ингуши, героизация этих ингушей, их сразу же объявили игишевцами. Как только их объявили игишевцами, мы сразу видим, что Игиш взяло на себя ответственность. Вот смотрите, давайте я вам покажу одну статью. Тоже это на Радио Свобода. Вот эта новость. Сейчас, одну минутку. 1 января Радио Свобода сообщает. У меня вопрос к Радио Свобода. Это уважаемая, просто эталон журналистики. Мои родители, мой отец, я сам вырос на Радио Свобода. Мы слушали еще, когда оно было запрещено. Но сейчас Радио Свобода стало просто помойкой. При всем при этом это платится из американского бюджета. Огромные зарплаты платятся этим журналистам. Но эти журналисты не удосуживают себя даже малейшей проверки.
Вот смотрите, что пишет Радио Свобода. Исламское государство заявило об ответственности за нападение в Грозном. Исламское государство сразу же заявило, да? Никто никакого заявления не делает, и все равно они сразу же заявляют. И опять же, я не исключаю, что эти два брата принадлежат исламскому государству. Я говорю только о тех наблюдениях, которые есть. Это только первые вот вещи, которые я говорю. Кроме этого, кроме вот того, что мы видим, вот это истерии кадыровской, ложь кадыровская, что нападение было с целью завладения оружием, нападают на безоружного. При всем при этом есть еще такое понятие, как репутация. Вот этой репутации у кадыровской, у русской администрации во временно оккупированной ЧРИ, ее нет напрочь. Точнее, она есть, но она очень отрицательна. Вот давайте сперва посмотрим, еще я вам покажу. Много интересного. Исламское государство заявило в ответственность за нападение в Грозном 1 января 2021 года. Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни 28 декабря взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Об этом пишет Reuters. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не представили, отмечает агентство Reuters. Инцидент произошел в центре Грозного. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы набросились ножами на сотрудников патрульно-постовой службы и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранение. Уроженцы Ингушетии Тимурзиевы были убиты при задержании. Итак, зная, что у него нет оружия, они напали и вот совершили вот такое нападение. Радио «Свобода» не удосуживается проверять, когда дело касается Чеченской Республики, все, что делает кадыровская власть. Потому что кадыровская власть, так называемая кадыровская власть, никакая она не кадыровская. И всех, кто называет ее кадыровской властью, я считаю умышленными или неумышленными соучастниками той оккупации, которая является в нашей стране. Нет никакой кадыровской власти. Уберите финансирование, уберите просто, Путин просто скажет, и все, я Кадырова не поддерживаю. Не надо Чечне даже в таком случае, достаточно просто сказать, даже не даст он Чечне независимость, просто скажет, я не поддерживаю Кадырова. Один раз по телевизору он скажет об этом, все, не будет никакой кадыровской власти. Никакой. Там есть русская оккупационная власть. И все, кто так говорит, являются соучастниками оккупации. Соучастниками. Так вот, Радио Свобода не удосуживается проверять такую информацию. Путин может врать, и Кадыров, соответственно, может врать про сбитый Боинг, про захват Крыма, про референдум в Крыме, может врать там про их там нетов, там, многое-многое, которое мы знаем, про распятых мальчиков там в Украине, там, и обо всем может врать. И все знают, что он врет. Путин и его власть, они всегда врут. Но когда это исходит про Чечению и про чеченцев, ингушей, не имеет значения, это сразу становится, что Кадыров, Путин, они говорят правду. Вы являетесь соучастниками. Радио Свобода, Кавказ, Реалии. У людей, у которых нет, вы можете написать, да, вот официальные оккупационные власти, оккупационные назвать, я не знаю, вы, наверное, соучастники, поэтому вам не хватает духа, наверное, назвать оккупационной властью. Не называйте оккупационной. Назовите, вот, российские власти в Чечне называют так-то, так-то. Хотя никто этим не верит. Но вы об этом не говорите. Кто работает на этом Кавказ Реалии, кто работает на этом Радио Свободы? Для меня большая загадка. Точнее, у меня не загадка. Я абсолютно убежден, что в этих организациях, в этих СМИ, уважаемых когда-то СМИ, хотя сейчас директор сменился, и я абсолютно убежден, что на Радио Свободы будет большая перетрубация. Я очень на это надеюсь. Я очень на это рассчитываю, что Радио Свобода начнет заниматься журналистикой, а не симуляцией журналистики. Далее.
Далее, давайте я вам покажу видео с места. На это самое место, где были убиты, вот произошел этот инцидент, приехали сразу главный этот гауляйтер Кадыркин со своими псами. Так, звук максимальный, но слабовато. Этот человек, это тот один из полицейских, который застрелил этих братьев Тимурзиев. Он говорит, я сразу достал пистолет и выстрелил в этих людей. Я, забегая вперед, могу сказать, и этот сотрудник там есть, они как сотрудники являются преступниками. Но в момент, когда в них стреляют или бьют ножом, это не является защитой, это является защитой, кем бы они ни были. Поэтому, тем более, и там погибшие, и тут погибшие, я не могу возложить вот на этих людей вот стопроцентную вину, что они убили невиновных людей. То, что они вышли и сотрудничают с оккупационной властью, это их вина. Это так, мое мнение, но не имеет значения для тех, кто будет принимать решения и с той, и с этой стороны. Он говорит, я когда увидел, что уже ППСника положили, там он его бьет ножом, что вот он тогда выстрелил. Вот смотрите, сзади идет, вот смотрите, вот видите вот этот. Это Аслан Ирисханов. Вот это матерый убийца. Я о нем тоже вам расскажу. Вот он, смотрите. Вот это Аслан Ирисханов. Это матерый убийца. Эти люди убили за один раз, доказано, 13 человек. За один раз. А так они в 2017 году убили, в январе-феврале 2017 года, около 100 молодых людей. Около 100 молодых людей убили. Новая газета доказала, там предоставила фамилии, имена 27 человек. Ну, короче говоря, такая вот ситуация. Теперь мы возвращаемся к тому, что только что я сказал. В 2017 году массово были казнены около 100 человек в разных районах Чеченской Республики. Некоторых тела были сожжены, некоторые тела были захоронены на русском кладбище, на православном кладбище, чтобы не искали родственники. Некоторых казнили, это возвращаясь к той репутации кадыровцев, которые так возмутились к ним, что к ним обратились ингуши и сказали, просто скажите, просто кадыровцы, русская оккупационная власть, банда кадыровцы, они привыкли, что чеченцы даже не просят, потому что им просить нельзя. Как только ты попросишь, сразу другой твой родственник или ты сам будешь убит. Вот такая вот ситуация. Причем жестоко будет убит. Так вот, в 2017 году вот эта банда кадыровцев под руководством Кадырова, Абузайда Висмурадова, который курировал эту ситуацию от Кадырова, под УФСБ по Чеченской Республике, среди которых были 3 чеченца и 3 ингуша, 3 чеченца и 3 русских, которые курировали это убийство, фиксировали, чтобы вот эти Ирисхановы и другие знали, что под их контролем происходит вот это массовое убийство. В полку имени Ахмада Кадырова в Старопромысловском районе за один раз казнили 13 человек. Вот этот Ирисханов, Аслан там был, двоюродный брат Кадырова там был, Ибрагимов, и еще один, который погиб, или якобы погиб человек. Они за раз убили тогда 13 человек. Одного человека они застрелили. После этого Аслан Ирисханов, который вам только что показывал, сказал, что будет запах крови. А запах крови он очень стойкий.
И здесь мы проводим разные учения. Хотя это было не в бильярдной, где они их вначале держали, вот этих 13 человек, которых определили якобы командирами группы, вывели их в соседнюю там такую комнату, как складское такое помещение, ну оно пустое, для вытяжки, там, для других вещей. Там выстрелили в голову одному, убили его. Потом Аслан Ирисханов, командиром этого полка в Старопромысловском районе на тот момент являлся, сказал, будет запах крови, и надо сделать так, чтобы ну, по-другому как-то умерщвить. И 12 человек были задушены альпинистским канатом. Людей клали на живот с связанными руками за спиной. Двое-трое держали руки, ноги. И один из Ибрагимов и второй, вот, который погибший, полицай, они задушили 12 человек. Перед тем, как их убить, это возвращаясь к тому, сейчас есть фотографии от ИГИЛа, да, что братья Тимурзиевы на фоне вот этого черного флага позируют с ножами. Перед тем, как убить этих людей, этих молодых людей, у которых на более 100 человек на тот период было задержано, из них 13 в этом и полку имени Ахмада Кадырова были определены 13 амиров, так называемых. Это люди, которые, ну, имели там чуть-чуть больше знаний и представлений, что вот эта власть оккупационная, да. Например, меня бы они тоже сделали каким-нибудь там эмиром, и тоже бы меня приговорят. А меня, хотя уже меня тоже давно уже приговорили, но я плюю на них, я на вас, на всех плюю. Здесь, кто вы здесь живете, я на вас плюю. И там, кто живет, все, кто служит российской оккупационной власти, я на вас плюю. Самой большой колокольни, что бюхум шишон, что история дюсердовшим датчине, и цадисит тходолш душон. И неважно, убьете вы нас или не убьете, вы с народом воюете, вы за все будете отвечать. Дал мулла. Дал мулла. Так вот, они заставили написать, ну, предложили написать подписку о невыезде, вас отпускают, им сказали, вас сейчас будут отпускать. Они написали подписку о невыезде, что они Чеченскую Республику не покинут на время, пока будет расследование, там их обвинили, там участие. Доказательств как таковых нет. Были бы доказательства, они все получили большие сроки. До того, как их убили, их очень долго пытали, избивали, не кормили. 2 печенюшки и стаканчик чая на весь день. Да, чтобы морально, психологически человек уставал и сдался. Затем их казнили, после того, как они написали подписку. Их телефоны отправили в Сирию. Ну, очень аналогия. Вот вы видите с братьями Тимурзиевыми. Такая же аналогия. Братья Тимурзиевы после смерти объявляют, что связан с ИГИЛ. И какой-то ИГИЛ где-то сидит там в том же оккупированном Джахаре в отделе и звонит. Мы берем на себя ответственность, или пишет. Скорее всего, даже голос не нужен. Достаточно написать. Не представляя никаких доказательств, что это наши люди совершили там и так далее. При всем при этом, те погибшие 13 человек, они мусульмане, все 100% чеченцы, 100% мусульмане. И у всех есть, почти у всех есть бороды. И очень легко просто сказать, достаточно, все, он ИГИШ, он ИГИЛ или Имарат Кавказ, все. А ты потом доказываешь, что ты не верблюд. Отправляют их телефоны в Сирию. Из Сирии геолокация будет подтверждать их телефоны. Подтверждают, что мы добрались, мы тут на джихаде, у нас все нормально, здесь очень хорошо. Вот такого плана они своим друзьям и родственникам начинают посылать сообщения оттуда. Это делается для того, чтобы запутать родственников. И после того, как вот этот случай стал достоянием общественности, было проведено кое-как какое-то расследование. Никто до сих пор не наказан, никто. Ни один человек по этим убийствам массовым. И это не единственное массовое убийство. За этот период, с января-февраля 2017 года, было убито более 100 человек. Казнено. Обычная казнь. Причем их душили путем асфиксации.
удушение человека. По крайней мере, вот этих 13 человек, 12 были задушены, один был застрелен. После того, как это дело получило огласку, публичность, мать одного, по-моему, или двоих ребят начала об этом говорить и просто вынуждены были на это обратить внимание. ОБСЕ начало расследование в 2018 году. В 2018 году комиссия из 16 государств начала расследование по этим делам. Все фигуранты дела имеются. Все, кто там замешан, кто там был, они уже зафиксированы. Фамилии, имена установлены. Но трусливо, не побоюсь этого слова, трусливо ОБСЕ комиссия этот московский механизм запустила только от 2017 года. То есть до 2017 года все убийства чеченцев эту комиссию не волнуют. Их это никак не касается. Им плевать, что убивают чеченцев. Просто уже в 2017 году, в 2018 году уже у России плохие дела. Россия уже репутационно очень плохая. И были вынуждены просто запустить этот механизм. Ну, трусливо, еще раз. Запустили его только с 2017 года. Значит, если вас убили в 2016, вашего родственника убили в 2016 году или в 2015, вот этому механизму, Вольфгангу Бенедикту, который возглавляет эту комиссию, им как-то, не очень это интересно, им это не волнует. И после вот этого кто-то может сказать вот этим ингушам, которые выступили и сказали, дайте нам доказательства, репутации у вас никакой нет. Точнее, у вас отрицательная, гнилая репутация, грязная репутация. На них начинается такой наезд необычайный. Именно поэтому я считаю, что эти братья не являются никакими игиловцами, братья Тимурзиевы. Вот давайте посмотрим, как это было. Радио Свобода об этом сообщила. Страны-участницы организации намерены запустить так называемый московский механизм. Он был создан в Москве в 1991 году для выявления конкретных фактов нарушений прав человека. Сейчас, одну минутку, я себя скрою с экрана, чтобы было видно полностью. На сегодняшний день московский механизм использовался только 7 раз. В России это первый случай. ОБСЕ потребует от России расследовать сообщения о внесудебных расправах, пытках, незаконных задержаниях и других нарушениях прав человека в Чечне. В первую очередь они касаются представителей ЛГБТ-сообщества и правозащитников. В организации заявили, что больше не могут игнорировать сообщения о, цитата, «вопиющих преступлениях». Возвращаясь к тому, что такое Радио Свобода. ЛГБТ, как они сейчас тут рассказывают, это был один из перечней, который там был написан. Радио Свобода, Новая газета, все переключило на ЛГБТ. Хотя ни одного доказанного убийства по ЛГБТ нет. Но есть 27 человек уже доказано с фамилиями, а так, по моим данным, около 100 человек было тот период убито. Ну и Радио Свобода, и с подачи Новой газеты. Я специально прошел по ссылкам, проверил на сайте этого ОБСЕ, и было установлено, там шел перечень, в том числе заключались преследования вот этих ЛГБТ представителей. Но нам показывают только об этом. Поэтому хочу сказать, что тогда это делалось для того, чтобы сказать, что убийств массовых нет. А все, кто погибли, они ЛГБТ. А в чеченском обществе, как бы кому это не нравилось, это не считается темой для обсуждения. Ведь не считается же в немецком обществе обсуждение там, я не знаю, каких-нибудь, извините меня за подробности, каких-нибудь там близких отношений между матерью и сыном или отцом и дочерью. Такого же не обсуждается, это считается необсуждаемая тема. Вот то же самое в чеченском обществе. Это так есть, и с этой данностью придется всем жить и мириться. И здесь, в Германии, в любом, в Америке, если законом разрешено, вперед, пожалуйста, это не касается никого.
Но зная наш менталитет, зная и Радио Свобода, и Новая газета на этом спекулировали. А нам не хватало. Я вам еще случай расскажу. Не буду я этот случай рассказывать, но эти случаи часто происходят такие. Убивают человека и его там называют таким-то, таким-то. Чтобы в обществе это не обсуждалось. Это культура чеченцев такая. Она сложилась по ряду причин. Но сейчас мы не об этом. Сейчас мы не об этом. Так вот, вот этот московский механизм был запущен именно из-за убийства вот этих людей. Вот тогда массовое убийство было, произошло. После того, как это было, вот я вам только что показал, было вот это обращение. Вот смотрите, то самое обращение ингушей. Это один из представителей, старейшин, ну, из руководителей. Вот за ними рядом, вы видите, сидят старики. Ну, я не буду вам сейчас, он на ингушском говорит, это все надо будет переводить, но я в двух словах скажу. Сидят, вы видите, вот перед вами, вот видите, старики сидят, да, запомните этот момент. Сзади тоже, ну, 1, 2, 3 мы видим, да, вот этого, можно сказать, молодой, вот этого относительно молодой, все, конечно. Вот еще молодой, вот еще, может быть, вот, ну, всем людям, конечно, молодой, это все относительно, там, за 40, наверное, или около 40 лет этим людям есть, ну, 4-5 человек на этом фоне. А остальные все старики. Физическую силу эти люди, физически они никому не угрожают. Это глупо кому-то угрожать физически, когда власть полностью находится в руках оккупантов. И режим установлен, ну, просто жестко террористически. Так, смотрите. Далее. Они там говорят просто: отпустите родственников убитых этих братьев, или один ранен, один убит. Пока мы этого не знаем точно. Но он пока, говорят, живой. Один из них, из братьев, живой. Они говорят: отпустите родственников, ну, по крайней мере, женщин-то можно отпустить? Или хотя бы скажите, где они? Это незаконно. Незаконно. Люди имеют право на один звонок. Вас могут задержать там без предъявления обвинения там, на 48 часов. После этого вам должны предъявить какие-то обвинения. Убийство произошло, вот этот инцидент произошел 28 декабря. Сегодня уже 3, уже почти неделя прошла. Родственников пока не отпустили. Потом выступает генералиссимус российской армии Магомед Хамбиев. Это тоже 24 минуты, не буду вам все показывать. Магомед Хамбиев рассказывает, что ты поставил сзади себя людей, ты там нам угрожаешь и так далее. Я вам специально сказал, там старики все. 4-5 человек всего там относительно молодых людей. И этот Хамбиев оскорбляет этих ингушей, ну, тот, кто выступает вот этого, во главе стола сидел, оскорбляет там какие-то, ну, там, по-чеченски он это говорит, применяет какие-то там неподобающие слова. Это делается для того, чтобы заткнуть этих ингушей, чтобы они просто, как чеченцы себя вели, не имели права вообще высказать ничего. Короче говоря, вот Хамбиев выступил. Потом выступил Адам Демирханов по кличке Палач. Это человек, на которого клейма ставить негде. Как все убийцы, как Луговой, Демирханов, все убийцы в Госдуме у них заседают. Это Госдума убийц, российских убийц. Но другого в России быть не может. И он тоже оскорбляет, тоже там выражает там оскорбление, что мы вам объявляем кровную месть и так далее. Я вам ранее говорил, ни о какой кровной мести здесь быть речи вообще не может. Да, они могут враждовать друг с другом, да, это имеется в виду не жениться и не уходить замуж друг за друга, тейпы, родственники. Но о какой-то кровной мести вообще речи быть не может в принципе. Тем, кто не знает, как это делается в чеченском обществе, в ингушском обществе, я скажу, за убитого убивают, за выколотый глаз выкалывают глаз и так далее. Это принцип Талеона. Это ничего, не какое-то там ингушское или чеченское изобретение. Этот принцип идет там еще с черного камня, там тысячи лет тому назад это было.
И это действует, да, и это очень хороший сдерживающий фактор был во время советской оккупации. Я надеюсь, мы отойдем от этого и придем к решению в правовом поле, да, этих проблем, вплоть до отмены смертной казни. Ну, это другая история. Потом выступил Бутылкин. Возвращаясь к объявлению кровной мести. Вот это родственники, которые объявляют родственник раненого Акрамана Таубулатова. Это родственники раненого. Один был ранен, Таубулатов был ранен, второй полицай был убит. Они объявляют вражду. Но они не говорят кровная месть, доуду они говорят. Хотя и вот здесь все поровну, ни о какой кровной мести вообще быть речи не может. Да, можно по беспределу убивать, как они казнили, задушили людей в полку имени Ахмада Кадырова. Но законности, справедливости, которая всегда была в чеченском обществе, об этом даже речи нет. Эти люди, как представители этого полицейского, они просто вынуждены сказать, им сказали, обратитесь. И вот это все, это родственники, сейчас я вам покажу, родственники убитого сотрудника. Срочное обращение родственников сотрудника, убитого сотрудника. Кстати говоря, вот этот Кавказ пресс, вот это все, это тоже все прорусские, вот эта помойка. Поэтому не доверяйте вот этим разным каналам, которые вы смотрите. Ну, это такое небольшое отступление. Объявляют кровную месть. Кому объявляют, за что объявляют, когда уже нападавшие убиты. Так, теперь я вам покажу видео выступление там Кадырова. Здесь мы видим в центре Грозного двое уроженцев Ингушетии напали на сотрудников ППС, они говорят. Вот смотрите. Вот смотрите. 28 декабря в центре Грозного двое уроженцев Ингушетии напали на сотрудников ППС. Затем они начинают говорить, какое значение, ингуши это или не ингуши, и так далее, и так далее. Тогда зачем писать на официальном «Чечня сегодня» называется вот этот сайт? Зачем писать на нем в названии, что это уроженцы Ингушетии? Какая разница, кто они? ИГИЛ они, не ИГИЛ, будь они ИГИЛ, не будь они. Какая разница, ингуши они, или дагестанцы, или папуасы с Новой Гвинеи? Какая разница? Произошел инцидент, погибли люди. Зачем писать Ингушетия? Показать, что с ингушами, что вот мы будем разбирать, что не чеченцы напали, а вот ингуши напали, они говорят. Не буду я вам это видео тоже показывать, вы все, наверное, видели, еще можете посмотреть. Я вам... Так. Подводя итог сказанному, можно сказать, что та истерия, которая была закатана оккупационной администрацией, бандой кадыровцы, она исходит из того, чтобы не признать своих сотрудников, которые спровоцировали, видимо, так как этому есть объяснение, не может человек просто так напасть ножом, плюс поступает информация, достаточно массовая эта информация, где говорят, что эти сотрудники спровоцировали этих ребят, и они вынуждены совершили это, потому что их унизили, оскорбили и так далее. Это раз. Подтверждает, что эта истерия их подтверждает, что никаким ИГИЛом они не являлись. Фотография, которая была сделана, эта фотография сделана с бумажного носителя. Опять же, почему она на бумаге распечатана? Не для того ли, чтобы это было менее качественно? Не для этого ли это сделано?
чтобы нельзя было экспертизой установить. Ведь в Ингушетии ведь тоже есть сотрудники полиции, лаборатория, которые могут, эксперты, которые могут установить, является это подлинная фотография или нет. Я не верю, что эта фотография подлинная. Захват матери и сестры, там, отца, по-моему, тоже в заложники. Вот этих двух ингушей, двух этих парней, Хасана и Хусейна. Для чего их держат? Чтобы они не предъявляли никакой претензии к оккупационной власти в Чечне. Для этого их держат, запугивают, да, и скажут: мы сейчас дадим тебе срок, вашей сестре сейчас дадим срок, вы с ними замешаны, вы с ними... Я не помню ни одного случая, чтобы мама разрешала или была как-то причастна, тем более сестра, причастна к какому-то убийству, просто теракту, посылать на смерть. Вот явно человек идет на смерть, мама его благословит: все, давай, сынок, убей как можно безоружного полицейского, завладей оружием, которого у него нет, погибни сам. Так мама никогда не скажет. И мы это прекрасно знаем. Потом нам рассказывают, что эти ингуши выехали из Ингушетии, потому что они там кого-то убили. Но если бы они кого-то убили, сперва как бы делалось вид, что вот их отец кого-то убил, еще что-то там произошло. Но они должны сидеть. А то, что внутри семьи что-то произошло, какое это отношение имеет к тому, что сейчас произошло здесь? Только лишь для того это говорится и делается, чтобы репутацию вот этих братьев еще хуже сделать. Они кого-то из родственников убили, они еще что-то делают. Какое это имеет вообще отношение к делу? Если там их там внутри конфликт, семейный конфликт такой был. Ведь Абу Зейд Висмурадов по кличке Патриот, русский патриот, по кличке Русский патриот, ведь своего племянника рассказывает, двоих даже, говорят, племянников убил. Одного сестры сына, другого брата сына он убил. А как репутация Абу Зейда Висмурадова? Сам убил, и еще он живет и здравствует, и никто его не привлекает к ответственности. Вот это истерия. Следующее. Захват сестры и родственников тоже наталкивает на мысль. Только завладеть оружием, которого не было. Вот эти вещи, те вопросы, которые я оставлю перед вами, перед самим собой и перед оккупационной властью, вызывают большие вопросы. Я не отрицаю, что найдутся идиоты, по-другому их не назовешь, которые до сих пор еще не разобрались, что такое игиш. И мы видим, что уже не видно нигде ни игиша, не слышно нигде, да, этой террористической организации. Но, наверное, можно найти и в чеченском обществе таких людей, и в ингушском, не имеет значения, которые считают, что игиш правильно. Но при всем при этом я лично в это не верю, что эти два молодых человека были игишевцами. Что вот они из-за религиозной, из-за там каких-то своих взглядов, в том числе вот то, что я перечисляю, той истерии, которая закатилась, только не требуйте у нас справедливого расследования, только не требуйте у нас доказательств, только не дайте этому делу ход для расследования. Так как если ход будет этому делу, с Москвы может приехать комиссия и какой-нибудь русский из Генеральной прокуратуры следователь, который особо не заинтересован покрывать кадыровцев, может поставить ряд вопросов, на которые кадыровцы, русские банды кадыровцев, не смогут ответить на эти вопросы. Поэтому очень много вопросов, которые наталкивают на мысль. Ну и, конечно же, как я вам рассказал, репутация. Убийство недавно Казбека Байдулаева. Убийство, еще много людей было убито. И после 2017 года. И еще убьют. Без сомнения убьют. И здесь убьют, и там убьют. Без сомнения. Пока эта власть не будет смещена и не наказана. Уголовное преследование всех до единого, кто убивает, кто сотрудничает с этим убийством. Их всех нужно будет
расследовать и привлекать к ответственности. Давайте я послушаю, что вы скажете, и послушаем, что вы говорите, почитаю ваши комментарии. Если я что-то забыл, если я что-то не досказал, пожалуйста, напишите, как сейчас здесь, также и под видео, после того, как выйдет это видео, расскажите, пожалуйста, что вы знаете, что вы видели. Конечно же, с учетом полностью мер безопасности. Пожалуйста, особенно это касается чеченцев, которые находятся в заложниках. Пожалуйста, берегите себя, не говорите, не пишите ничего, что может вас идентифицировать. Заведите специальный аккаунт отдельный на отдельном телефоне. Сделайте так, чтобы вас не установили. Ну и сообщайте информацию. Сообщайте информацию. Так. Давайте почитаю ваши комментарии. Так, я не буду читать ваши ники, хотя, конечно, при желании, кто захочет проверить, а все мои видео проверяются, могут вас установить. Поэтому буду читать ваши ники, чтобы знать, кто это говорит. Мик пишет, Мик. Аслан, этот парень не возвращался с ножом. Он убил этого военного, его же штык ножом. Докажи мне, дай мне какие-нибудь доказательства этому. Кстати говоря, на той фотографии, где вот эти братья стоят с ножами, я убежден, что это фальсификация, так как на бумажном носителе она может быть только в материалах дела. И это изъята, эта фотография может быть только из материалов дела. Сейчас уже никто этими фотографиями не пользуется. Мне нужно знать, какие ножи были у нападавших. Хотя сейчас можно фальсифицировать, подтасовывать. Длину лезвия, там нужно проводить экспертизу, независимой, объективной. То же самое я обращаюсь к ОБСЕ и к этому механизму московскому, так называемому московскому механизму. Вы взяли на контроль это дело. Его родственники в Ингушетии, они будут говорить правду. Вы взяли этот оккупированный наш клочок земли, который вы стыдливо боитесь назвать оккупированным, вы взяли на контроль, то возьмите вот это дело на контроль, проведите независимое расследование. Проведите 16 государств, в том числе Соединенные Штаты и Германия в этом участвуют. Проведите независимое расследование. Давайте, я готов всячески свою помощь оказать. Задействуйте всех, кого вы можете. Проведите независимое расследование. Не являлись эти ребята, на мой взгляд, никакими игишевцами. Мик, скажи, откуда этот штык-нож ты говоришь? Ночинох. Мне почему-то кажется, что грядет третья русско-чеченская война, и поэтому оккупанты провоцируют наших соседей, чтобы отвлеклись от нас, чтобы нам не было куда-либо выехать по соседству. Аллах упаси нас от этого зла. Не будет никакой третьей русско-чеченской войны, и мы не допустим третьей русско-чеченской войны. Не допустим ни в коем случае. Ни в коем случае. А освобождение нашей страны будет правовым, ненасильственным механизмами это произойдет. И мы зазываем туда и наблюдателей, миротворцев, всех. Ладно, будем заниматься, будем смотреть. Так, Маркус, разделяю власть, обычная схема. Ингуши не тот народ, который на это поведется. Так, чеченский след, Рязанский сахар. Если бы это была запланированная акция, уверяю, братья бы подготовились. Это было явное оскорбление со стороны сотрудника. والله سقيت شوات هند дал вейн отцул излат тощу. Конечно, оставила, чтобы анхиетамба я дыркине конкретно изня котя. Может и то, и другое. Дела как найти. Дал там испытания, дукой. Испытания, думается, испытания. Вай дал мула, чек дойрма, вейн дал мула. Дал мула. Мы хуже видели вещи. Да, все будет Ичкерия. Так.
Так. Пожалуйста, если вы писали комментарий, я больше часа рассказывал про свои наблюдения по этой ситуации. Напишите, я сейчас читаю ваши комментарии. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Под этим видео пишите комментарии. Сейчас в чат пишите комментарии. И давайте как можно больше соберем информацию. Потому что нужна информация, максимально точная информация нужна. Если есть какие-то свидетели, выходите на связь. Анонимно сообщайте мне. Я гарантирую стопроцентную конфиденциальность. Будьте аккуратны со своими смартфонами, когда вы что-то посылаете. Пришлите какую-то информацию. Если у вас есть какая-то информация, и вы видели этот конфликт, вы были очевидцем этого конфликта, начала этого конфликта, то мы всячески поможем. Я лично готов вам всячески помочь выехать оттуда, если вы дадите показания по этому случаю. Здесь, в Европе. Мы все задействуем, и к московскому механизму обратимся, и к американцам обратимся, и в ООН обратимся. Ну, нужны без свидетелей, без людей, которые имеют достоверную информацию, это будет только лишь наши предположения. Нужны доказательства. Заявляем сегодня так. Так, Джахар Дудай, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Шмель, пока в Европу и на Запад поступают деньги с несметных богатств России, ОБСЕ будет молчать за эти беспределы. В какой-то степени ты прав. Да? Здесь все преступно уворованные у российского народа деньги оседают здесь. Это тоже факт, который мы не можем отрицать. И мы видим мотивацию Запада, почему так поддерживают. Там, Путина, теперь поддерживают какого-то фашиста Навального. Я не могу понять. Почему Навальный? Про Навального мы тоже, кстати, поговорим в завтрашнем понедельничном стриме. Да, Алмула. Так, Хожа Ашбек Асахамбиев говорит, что тела не выдадут. Есть видео в Ютубе, где в спецоперации в Дагестане Хамбиев отговаривает племянника мужа сестры сдаться, но тот отказывается и погибает. Но его тело отдали. Да, своих они отдают. Своим-то можно. А вот если у вас нету среди кадыровцев своих людей, то вот тогда не отдают. Ну, короче говоря, для друзей, для врагов, для друзей все, для остальных закон. Известный принцип. Так. Ман Чечен. Один момент не укладывается в голове. Зная, что кадыровцы могут в такой ситуации посягнуть на родственников, эти братья не пошли бы на такой рискованный шаг. Ну, то, что они пошли и погибли, это видно. Другой вопрос, бытовой это конфликт, или же это ФСБшный ИГИЛ, и парни просто обмануты. Вот это другой вопрос. Я убежден просто. У меня нет ни одного факта, кроме отвратительной репутации кадыровцев, что это обычно бытовой конфликт. Я в этом не сомневаюсь, что это бытовой конфликт. У меня нет доказательств, что это какие-то игиловцы. А то, что они будут сейчас лепить какие-то там аудиозаписи, я присягаю в Багдаде. Там, в Багдаде уже нет давно. Нет никакого ИГИШа, уже нет никого. ИГИШ остался только вот в недрах КГБ, ФСБ. Для таких действий прикрываться любого преступника, да, объявят, любого человека, не обязательно преступник он должен быть, объявят игишевцам, каким-то исламистам, террористам, и все. И пиши пропасть. И за тебя никто слова даже не скажет. Все боятся этой темы, боятся, что делать. И, ну, и как бы, и одобряют, скажем так, и одобряют. Так.
Россия разделилась на два лагеря. Те, кто за Путина, и тот, кто умеет читать, писать и думать логически. Да. Так, Джахар Дудаев смотрит 1425, а лайков поставили 241. Ну, я тебе скажу, Джахар, не все находятся в Европе и, может быть, побаиваются. Хотя ставьте лайки и пишите комментарии, распространяйте видео. Так. Если я пропустил, я перемотал ваши вопросы, пожалуйста, напишите еще раз. Кавказ мне пишет, почему ты ничего не сказал про последнее видео Султыгова, где он ответил Хамбиеву? Я видел это видео, я его не досмотрел. Я видел это видео, но я его не досмотрел. Сейчас я постараюсь вам показать, конечно же. Ответ был. По этому поводу Тагана руководитель Я не буду это все сейчас послушать. Это ответ ингушских представителей, которые ответили, здесь Даудову ответили, а я слышал еще голосовое сообщение от этого Султыгов, по-моему, его фамилия, Султыгова, вот который сейчас выступал. Он ответил этому генералу без армии Магомеду Даудову, Магомеду Хамбиеву, на то оскорбительной форме, про которую он говорит. Очень некрасиво Магомед Хамбиев говорит. На это он ответил. Сказал, что на каждый его выпад он, в принципе, сказал. И очень сдержанно и уважительно, как и полагается войнахам, Султыгов ответил Хамбиеву. При всем при этом он ему сказал, что «Хохумда сэггам уацархо». Ты сделать в открытую, ты не мужчина, сам прийти и сделать, а вот из-под тишка что-то сделать ты можешь. Вот именно так они и могут сделать. И не только к Султыгову, к всем остальным. Ингуши ответили и правильно сделали. При всем при этом дело не в том, что там кто-то сейчас на Султыгова наезжает и так далее. Это все бравада, это все делается на то, чтобы ингуши не стали расследовать это дело. А я настаиваю на том, чтобы расследовали. Я не обвиняю ни этих, ни этих. Я хочу, чтобы было расследование. Ответьте на вопросы, которые у меня возникли, и те, которые возникнут у людей, которые более подробно и более скрупулезно посвящены в эту тему, которые возникнут независимость. Покажите, какими ножами были убиты эти ребята. Те ли это ножи, которые есть на этой фотографии, фотошоп, который я без сомнения считаю фотошоп, взятый из материала уголовного дела. Покажите, масса там есть моментов, которые нужно садиться и подробно все разбирать. Давайте разбираться, давайте выяснять. Слава Богу, как бы это не было не прискорбно, эти ребята родом из Ингушетии. А в Ингушетии не такой беспредел, как во временно оккупированной Ичкерии. Но преступление совершено в Ичкерии. И ОБСЕ взяло под контроль именно Ичкерию. Поэтому и ОБСЕ должно этим заняться. И к ингушами обращаюсь, к старейшинам. Обратитесь к ОБСЕ. Просто наберите в интернете Вольфганг Бенедикт, наберите московский механизм, и вы найдете контакты на сайте ОБСЕ. Напишите, ваш человек, ваши два человека, один убит, другой ранен, и родственники этих ингушей, парней этих захвачены, в том числе и женщины. Обращайтесь и привлекайте мировую общественность к этому делу, и мировые институты, международные институты. Так что, Кавказ, я думаю, я ответил на это. Просто слишком много информации, которой хочется быстро уложиться. Уже 1,5 часа просто говорю об этом. А я это забыл. Реально, я должен был, конечно, это сказать.
Так, давно идет, братья? Да, эфир идет уже 1,5 часа почти. Так, я перемотаю все ваши сообщения. Так, Аслан Лош, слышал, что эти два парня с гаишниками договорились сделать права, и у них разгорелся ссора, но рядом стоящий мент открыл огонь. Аслан, давай тогда подискутируем на эту тему. На видео мы видим, что первый нападает этот. Конечно, это уже происходит ссора, и если они открыли огонь, то, по крайней мере, мент должен был не просто стоять, раз они уже в конфликте с ними. Так, вот здесь японский, ну здесь вот так. Максим Господарь. Так, это не мне. Батал Бергман. Ассаламу алейкум. Эти подонки будут продолжать убивать, унижать, пока мы не объединимся, чтобы грамотной массу дать отпор. В Дагестане тоже не отдают тела боевиков. Да, это закон, фашистский закон, который приняли. И самое главное, ну не боевиков, они террористов не отдают по закону. Должен террорист. Но надо доказать, что это террорист. Так, Ичкерия Форева. На фотках цвет голов с шеями отличается от основного цвета тела. Вот вам, пожалуйста. И это делается не экспертное заключение. Это только на первый взгляд бросается. А если эксперт, именно чтобы эксперт не мог доказать, именно для этого, именно нам в таком виде показали. Если бы это была фотография с телефона, сейчас все смартфоны очень хорошо фотографируют, было бы четко видно, что это, вот как я вам закину, там уже быстро можно разобрать, что это фотошоп. Кадыров и Путин где стоят. Это легко мы. А когда это делается более сложно, то это по-другому чуть-чуть выглядит. Нужно разбирательство. Полное, 100% разбирательство нужно. Так, Амина Магомедова. Что бы ни говорили Кадыров Рамзан и его команды, мы не знаем, как это было, почему этот ребенок пошел на это преступление. Может, это сотрудник полиции их права ущемляет. Да. Так. Ник, а что ты говоришь, слава Богу? Почему не Аллах говоришь? Бог, имя нету у Создателя. Ник, я думаю, тебе нужно пойти подучиться. Аллах это по-арабски, по-чеченски Аллах это Дель, по-русски это Бог, по-английски это God. И в каждом языке есть обозначение Создателя. И ты, мне кажется, немного неграмотный человек, раз такие вещи говоришь. Ну, зато, наверное, ты очень религиозный, с большой бородой, и любишь хвастаться какой-то религиозный, как я вижу. И еще учить кого-то. Так. Так, Асабек тут, Асан, что ты думаешь о подкупе российскими чиновниками ОБСЕ? Я считаю, что во время первой ОБСЕ делал отличную работу, в этом нет у меня претензий. Может, у кого-то, кто там находился в гуще этих событий, может, есть какие-то ОБСЕ претензии. Но ОБСЕ тогда сделала отлично. Тим Гульдеман, по-моему, тогда был. Просто человек, который... У меня нет вообще к нему претензий. На международном уровне он делал отличную свою работу. Кстати говоря, они организовывали встречу Ельцина и Яндербиева. Двух глав государств, в том числе и нашего. То, что сейчас, да, может быть, ну, не сейчас, с 17-го года, с 18-го московский механизм, а вот за период Второй русско-чеченской войны я считаю, что что-то там было. Нельзя было на преступление такого масштаба закрывать глаза просто так. Что-то там было. Команда с Америки оставить, пускай убивают всех чеченцев. Подкуп с российской стороны.
или просто не обращение внимания американцев на эту проблему, и уже тогда уже действуют вот эти русские механизмы. Ну, я не знаю, ну, что-то было. Так, вы много слишком пишете, а я не успеваю. Аслан, даже если мы освободим землю, у нас ничего не получится без мощных спецслужб. Согласен, и спецслужбы нужны, и полиция нужна, и армия нужна. Конечно, все это должно быть. Асланбек Тутаев. 52 чиновника из ОБСЕ куплены русскими. Пожалуйста, фамилию их, Асланбек Тутаев. Эти фамилии должны знать. Манчичан, главное родственника вызволить, а то эти убийцы могут их убить. Для того, Ман Чечен об этом говорит, да, для того, чтобы с ними ничего не случилось, нам нужно в обязательном порядке привлекать внимание всем. В Ингушетии надо провести митинги, привлечь внимание, Калиматов должен, этот глава их, хотя это соучастники. Это все ерунда, короче. Люди должны выйти и сказать, нам ничего незаконного никто не требует. Люди убиты и с этой стороны. Все. Здесь нападавший, ну, если этот раненый, его жизнь, если уже есть такая информация, скорее всего, он жив. Надо сделать так, чтобы его не добили они там. А они это могут спокойно сделать. Высвободить мать и сестру задержанных, нападавших. И провести независимое расследование. Это нормально. И это ничего в этом нет. Это обязанность этого государства. Даже оккупанты проводят расследование. Даже оккупанты проводят расследование. Не говоря уже, ингуши себя россиянами считают, называют. Не все, правда, так здесь считают. Если считают россиян, да, давайте проводите расследование. Так. Давайте я перемотаю. Нема Асланда Алшуэлхо Ваймасу Эми Дерейсхуль Нема. Гурон, Калиматов ничего не скажет. Он же сказал, мне поставил Путин, то, что он скажет, я и сделаю. Почему в Ингушетии должны митинги выходить, и вы все ингуши помогут? В Чеченской республике митинги во время оккупированной Чеченской республики митинги провести нельзя. Никак. И ингуши было бы хорошо, и ингуши, и дагестанцы, и карачаевцы, и черкесы, которые намного более лучшем положении находятся, чем чеченцы, выводили бы людей и митинговали бы, просто провести независимое объективное расследование, когда убивать не обязательно ингушей или дагестанцев. Но сейчас, когда это уроженцы Ингушетии, то и и родственники Тимурзиевых уже заявили, что они хотели бы доказать, что это было бы очень правильно, если бы они вышли. А так было бы хорошо, если бы кавказцы были бы кавказской нацией, кем мы и являемся на самом деле, и проводили бы митинги и разные такие действия, которые призывали бы провести независимые объективные расследования. Но пока это никто не делает. Так. Джавай Дудаев, ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Аннас Умара, для них эта фотография очень большой повод, чтобы затыкать умму. Проснитесь, брат, ИГИЛ для них в данный момент очень хороший повод. Так, Кентавр. Нужно произносить имя Бога. У мусульман он Аллах. У мусульман он Аллах. Он по-арабски. По-чеченски он Дейл. Да? Мы когда говорим Дал Му'ла. Дейл Рейсхуль. Это мы говорим о Боге. Аллах Рейсхуль Аллах ищу. Английский матла Олшхена. Английский матла Аллах ищу. Русский матла Слава Богу Аллах ищу.
Не надо вот это необразованные, свой глупые вот эти вещи, не тебя конкретно я говорю, но разные боги, ты говоришь, о, я не дочитал про это. Дело много, кстати, у цыган тоже делят, так что, ведущий, ты не прав, у всех разные боги. Ты неграмотный человек, я тебе скажу. Бог, он один. Мы просто каждый по-разному им поклоняемся, и мы считаем, что он неправильно поклоняюсь, а я правильно. И все. И если я говорю, например, на русском языке, да ладно, сейчас не буду эту тему говорить, вы заходите туда, здесь убийство произошло, здесь много есть что обсуждать. Вместо этого вы несете бред. Если вы считаете, что убили мусульман, то рассказывая про это, вы просто отводите тему. Я понимаю, что вы тролли. Вы приходите, чтобы отводить эту тему. И нам все равно, что вы тут пишете и говорите. Так. Интересно, говорит Кавказ, интересно, Аслан, Bellingcat смогли бы что-нибудь накопать? Вполне возможно. Джагарда, Аслан, не обращай на них внимания. Да, не обращай, я просто, когда они тут пишут, ну и видно, кто они, что они. Так. Чечня не Россия. Можда ху нападение от задж трошиконе дөх шек намавал. Так. Много богов у язычников, говорит. Да, совершенно верно. Аслан, говорит, Казахстан без Назарбаева. Аслан, помните, я вам ссылку на видео скинул, чтобы вы посмотрели видео про одного казаха, который восхвалялся Кадыров. И его зовут... Ага. И что? Ну, может, что-то забыл. Аслан, где Саид Амин Ибрагимов? Я не знаю, Исаак Шмулевич, где Саид Амин Ибрагимов. У меня нет связи с Саидом Амин Ибрагимовым. Нохчеву, Аслан, пусть Европа нам дает оружие, и мы сами освободим Ичкерию. А так как они боятся правду сказать против Рашки, я не думаю, что от них будет польза. Тем более, если они падки на деньги от Пукина. Ага, Ишмаэл. Тем более, Маэл. Ага, пока и дойдут и ладать. Мы без оружия мы будем решать. Есть у нас все основания юридически правовым путем решить оккупацию. Немо, Аслан, они на задание, посылай их. Посылаю, Немо, я знаю, да. Так. Bellingcat говорит, что отравитель бывал в Грозном и в Дагестане. Да, совершенно верно, Немо. Такое было. И я думаю, надо будет поговорить по этому поводу с Bellingcat. Так. Осман Ататюрк, Асан, что ты скажешь про недавний съезд правительства Ичкерии? Да, это круглый стол, который был. Я не смотрел 4-ю часть, но 3 я посмотрел. Ну, наконец-то, мне кажется, хотя некоторые вещи мне не нравятся, то, что происходит, да, но это мне не должно нравиться. Я независимый наблюдатель за всем этим. При всем при этом я признаю правительство наше в лице Ахмеда Закаева, но я не являюсь человеком Ахмеда Закаева, и я имею свою позицию по этому поводу. Мне не нравится исламская риторика, которая постоянно употребляется, как будто смотришь там не правительство демократического правовой Ичкерии, а постоянно исламская риторика. Зачем это делается, я не понимаю. Но, конечно же, я вижу, что очень полезно было, да, разоблачение Барт Машо было там на этом. Наконец-то начал, не только я об этом начал говорить, хотя я видел, что что-то там нездоровое. Я вообще много чего не знаю. Может показаться людям, что я там владею всей информацией про всех и вся, и там в этом кругу я очень много общаюсь. На самом деле это не так. Я видел только, что Барт Маршо и есть там один
мерзавец по имени Казбек Айтукаев, которого до сих пор не набрался духа приехать и в лицо мне сказать то, что он мне писал в Фейсбуке. То же самое он писал Хусейну Исханову, тоже он Рубати Мицаевой писал, оскорблял. Это такая шавка, которую Джамбулат Умаров насылает на нас. И я видел, что, ну, что я делаю того, ладно, я не знаю, что там с Хусейном, хотя Хусейн заслуженный человек, я не знаю, что с Рубати Мицаевой, она тоже Оман Си там, и как и Хусейн, и Рубати, а кто вот эта шавка? И все равно они, ну, может быть, у них что-то было, я мог подумать, да, но когда мне на ровном месте начали это оскорбление, я не мог понять, что делать, но у меня потом появилось объяснение, это была такая психологическая атака, в том числе одновременно с этим была атака и на Сайдамина Ибрагимова, и, ну, разные вот эти вещи время от времени происходят, поэтому я вижу, что там не все чисто, то, что происходит. И вот сейчас Ахмед Закаев начал об этом говорить. Про Удугова недавно начал Ахмед Закаев, прямо уже назвал его врагом чеченского народа. У меня возникает вопрос, почему раньше этого не делалось. А так я вижу пользу. Да, у нас должны быть разные мнения, религиозные взгляды должны быть, такие взгляды должны быть, мы мусульмане, но нельзя политику вмешивать в государство, политику вмешивать в религию и религию вмешивать в политику. Во-первых, это не конструктивно и не перспективно. Во-вторых, у нас нет достаточных оснований и людей, которые могли бы по этому поводу как-то высказываться, как-то вести какой-то, да, где-то сидит в Турции или в Сирии еще какой-то там, какой-то мулла какой-нибудь там, Насреддин, и дает там фетвы, что делать, как делать. Мне это не нужно. Мне это не нужно от Сирии. Мне нужен чеченец, у которого золотая просто прозрачная репутация, который стоит на страже своего народа, своего государства, своей религии, который не на словах, а на деле. И я такого человека, между прочим, знаю. Он здесь... Я сделаю с ним интервью. Я хочу, чтобы эти люди нам рассказывали про религию, а не какой-нибудь агент там каких-нибудь Саудовской Аравии или Египта или там еще Сирии, Башара Асада или кого-то Игиша, который потом в итоге окажется КГБшником. Мне это не интересно. Эти люди не имеют права говорить. У нас такой бардак, вот вы видите, убийство вот этих братьев, сразу же это ИГИШ. Все, и дальше уже не обсуждается. Нашей религии против нас выступает. Нет, я против этого. Я за то, чтобы мы имели свои национальные интересы. Всемирный халифат пускай строит в другом месте. Мы не позволим у нас строить всемирный халифат за счет чеченской молодежи. Не надо, до свидания. Вы построили, Удугов построил, и другие построили. Все, до свидания. Это сложные темы, которые, в принципе, я и не должен в это лазить. Я не претендую ни на что. Мне не нужно абсолютно никакие посты, власти, еще что-то. Я хочу, чтобы не нарушались права моего народа, граждан Чеченской Республики, в целом в мире, чтобы права людей соблюдались. Но в первую очередь сейчас это касается чеченского народа, потому что он самый ущемленный народ в мире, я считаю, без сомнения, самый ущемленный народ в мире в правах. И те преступления, которые уже совершены, вот я хочу, чтобы за них ответили, чтобы мир обратил внимание, что убиты 42 тысячи детей, были названы преступники, как это было названо по убийству детей в школе Беслана. Вот мне это интересно. И слава Богу, мне это не интересно, там политика, Закаев, хороший человек Закаев, плохой Закаев. Мне вообще все равно, какой человек Закаев. Главное, он сейчас несет этот флаг. Все, есть окружение Закаева, там есть хорошие, плохие люди. И они мне все равно, если они меня не трогают. Хорошие они, плохие. Недостаточно работы делается. Да, вот за это я буду критиковать.
Я говорю, вот вы недостаточно делаете. Будет какое-нибудь отступление в сторону там какого-нибудь там Имарата Кавказ, который я по пропаганде поддерживал, начитая Кавказ-центр. Потому что пропаганда это очень страшная вещь на самом деле, пока вы не разберетесь. В всех деталях не поймете. Если будет предательство, там, мы останемся в составе России. Нет. Если Закаев это скажет, кто-либо другой скажет, вот тогда я скажу свое мнение. А так, пускай правительство работает, помогайте Закаеву. Закаев это наше знамя. Хорошее оно знамя, хорошо, плохое оно. Ну, что поделаешь. Но это знамя. Кабинет министров есть. Государство они сохранили. В тех условиях, в которых они находились, это невероятное чудо, что это государство у нас, это правительство у нас сохранилось. А там Закаев там где-то там танцевал или где-то там выпивал, хотя я не видел никогда. Еще что-то, он там где-то что-то сказал. Человек ведет свою политику. И пускай ее ведет, как он считает нужным, правильно. Главное, чтобы не было перекосов. Конституционное, правовое, демократическое государство. Все. Все, больше меня вообще ничего не интересует. Вот что я хочу сказать. Ну, забегая вперед, повторяясь, точнее, скажу, почему они раньше не называют вот этих, не выявляют вот это и это. Того же Удугова, например. Я этого Удугова читал, Кавказ-центр. Почему они молчали? Хотя, может, и говорили. Я просто, надо признаться, я не смотрел других. Я читал Кавказ-центр, потому что его запретили в России. И я считал, раз запретили, значит нормально все. Ну, к чему привел Кавказ-центр, мы видели. Сам Удугов уехал, хотя призывал строить не комбайны, а нападать на кафиров в 21 веке. И получилось это как бы не спасательная операция. Они-то шли в Дагестан спасательную операцию, выводить 700 женщин, детей и стариков. А Удугов выступил и показал, что мы нападаем на кафиров. Ну, это много чего объясняет. Ладно, пойдемте дальше. Так. Антирашизму. Стрим Аслана с Закаевым даст возможность использовать против Закаева сказанное шмаковцем. Стрим Аслана с Закаевым даст возможность использовать против Закаева сказанное шмаковцем. Я еще раз говорю, там какие-то там лжецы утверждают, что я на кого-то пишу заявление, кого-то депортирую там, и так далее. Я по этому поводу дам разъяснение. Во-первых, я не являюсь ни из команды Закаева, и никто меня, тем более Закаев, не направляет так говорить или так говорить. Да, я уведомил Закаева о своей деятельности, она, в принципе, видна, моя деятельность, даже без уведомления. Но ни Закаев, ни кто-либо не властен надо мной. Я свободный, независимый человек. Абсолютно. У меня есть товарищи, и если это будет нужно для правительства Ичкерии, для моих товарищей, я буду делать какие-то вещи, бесспорно, если это не противоречит моим убеждениям, моим взглядам. Но, опять же, мной Закаев не командует. Да? И нападки на Закаева через меня – это пустые нападки, они ничего не стоят. Да? Можете вырезать это видео, что всем, кто говорит, что я за Закаева, нет. И у меня есть недовольные вещи по Закаеву. Я это в своих стримах говорил. Но это обычное, что должно быть у любого человека. На многие вопросы и Закаев, и его товарищи мне ответили. На многие. И Закаев в том числе извинялся за то, что он там докку как-то там назвал и так далее. Это тоже, они два воина вместе воевали, вместе там были, и родственники какие-то. Это вообще нас не касается. Кто там что-то на кого-то сказал и так далее. Во-вторых, я на кого-то написал заявление, говорят эти мерзавцы. Раньше говорили, что я у этого агента Тузика, который является агентом российских спецслужб ГРУ, у которого непосредственно куратором был Шмаков, Игорь Шмаков, который является айтишником.
этот агент Тузик работал в телефонной связи, где Игорь Шмаков, как начальник, и русский занимались прослушкой, а агент Тузик, Тумсо Абдурахманов, занимался прослушками и переводами этого всего. То, что прослушивает русский, он переводил. Сколько погибло наших ребят, вы знаете. У меня есть свидетели, которые с 2008, 2009, 2010 года знают, что вот этот агент Тузик, когда еще на мотоцикле там пару выпускал, и в коротеньких шортиках манекены обнимал, да, будучи очень религиозным человеком, устраивал там шариат. Занимался, вот тогда еще являлся, уже знали в определенных кругах нашего сопротивления, знали, что он тоже является агентом российских спецслужб. Его опознали люди. Об этом я говорил, но не об этом. Когда в Берлине мы проводили по заявлению на этого Тузика Абдурахманова, когда мы в Берлине проводили конференцию, точнее правозащитная конференция была, куда мы были приглашены, там агент Тузик и его брат, который там был заслан специально, чтобы нас провоцировать, собрали людей, что мы избили якобы брата Абдурахманова, Мухаммада Абдурахманова, избили вот этого Мухаммада Абдурахманова мы избили. И этот Тузик Абдурахманов агент российских спецслужб, я это утверждаю. И еще пока никто не опроверг мое заявление, кроме болтовни. Я вызывал на диалог, я буду задавать вопросы. Меня же тоже как-то пытаются назвать. Я отвечу на все вопросы, которые передо мной поставят. И также я хотел бы задать вопросы, но не хватает уверенности, чтобы ответить на мои вопросы Абдурахмановым. И братьям. Второй брат здесь в Германии живет. Тоже не отвечает на вопросы. Прислали туда людей, сказали, что мы избили его брата. Туда приехали молодежь со всего Берлина, там, из ближайшего там, земли, там собрались, что такую истерику, вы все это помните. После этого, как этот конфликт, слава богу, не получился, потому что мы не дали этому конфликту никакого продолжения, хотя брат Тузика Абдурахманова, Мухаммад Абдурахманов, всячески, когда мы были одни, он бегал, снимал и близко к нам не подходил, устраивал такие концерты, что мы были растеряны. Как так он себя ведет, непонятно. Потом мы поняли, почему он себя так ведет. А перед этими людьми, уже молодыми людьми, когда он в толпе находился, он оскорблял нас, он провоцировал драку. Пытался провоцировать драку. Но, слава богу, там были абсолютно адекватные ребята, кроме одного, которого потом этот Тузик слил в своем эфире. И когда он попросил убрать это видео, Тумсо Абдурахманов не убрал видео, где называют его имя. Ну, я думаю, для него урок будет, для того, который там провокацию хотел устроить. Об этом узнали многие. И ко мне сюда, в Гамбург, приехало большое начальство из Берлина. И слава богу, вот нет худа без добра, как говорится, что они хотели сделать плохо для нас, вышло наоборот хорошо для нас. Я познакомился с очень серьезными высокими должностями людьми здесь. Я дал показания им и рассказал всю позицию про этих братьев Абдурахмановых, про русско-чеченскую войну. И я надеюсь, и я уверен, что они с пониманием отнеслись о том, что я говорю. И это очень важно, что такие высокие люди хотя бы мою позицию услышали. Я очень надеюсь, что они поверили всему, что я говорю, но я еще уверен, что хотя бы мою позицию они услышали, а не только русскую пропаганду, которую им вливают уши. И это был плюс большой с этого. Большой плюс с этого был. И дальше я буду распространять информацию по поводу русско-чеченских взаимоотношений. И я там дал показания, я назвал Тузика Абдурахманова провокатором, агентом ГРУ, и настаиваю на этом. У меня есть масса доказательств, видео есть. И вот меня ранее
обвиняли, что я пытаюсь получить адрес Тузика Абдурахманова. Хотя потом уже долго меня обвиняли в этом. Я специально выдерживал, пока Тузик побольше скажет, и это их мнение утвердится. И потом я показал, что я свой адрес отправил Тузику Абдурахманову, агенту Тузику отправил свой адрес и предложил юридическую помощь по моментам, что нас могут там убить, что нас заказывают. Хотя Тузика Абдурахманова никто не заказывал. Никто. Его должны были припугнуть. Это вот такая, чтобы ему дали позитив здесь в Европе. Ему не дадут позитив. Его выкинут из этой Европы. Но это другая история. Так вот, есть люди, которые на меня совершают нападки. Меня заказывают физически устранить. Вот этот Казбек Айтукаев, например, очень там провоцирует меня, оскорбляет. Другие моменты, и еще будут эти нападки на меня. И я, конечно, буду реагировать. Я реагировать могу только в правовом поле Германии. Где я нахожусь, так я и буду реагировать. Соответственно, я не буду уходить за рамки. А если это будет какой-нибудь бытовой конфликт у меня с чеченцами, а не с русскими, прорусскими чеченами, кем является Тумсо Абдурахманов, Казбек Айтукаев, кто там еще, Казбек Айтукаев из Башк-Маршу, который. А с ними брат этого Тузика Абдурахманова, Мухаммад Абдурахманов. Вот этими людьми я буду разговаривать не по-чеченски. Они представляют Россию. Я в этом убежден. Эти люди, которые работают на Россию. С ними я буду разговаривать не по-чеченски. В рамках закона я буду разговаривать. С любыми другими чеченцами, с которыми у меня возникнет конфликт, я буду решать по-чеченски. Так как с любым чеченцем я найду всегда язык. Общий язык, потому что у меня нет никаких проблем. Я выступаю в защиту погибших чеченцев и за права чеченцев. И у меня не может быть конфликта с чеченцами. У меня не может быть. Есть еще агент ГРУ Нашхо Ильдаров, который меня пытался вербовать. Об этом тоже я сообщил полиции. Об этом я в эфире всегда открыто говорил. Всегда открыто говорил и сообщаю. И точно так же я сообщил об этом. Вот эти люди, все, с кем у меня возникли конфликты. Хотя, когда с Берлина приехала эта полиция, я об этом раньше говорил и еще раз говорю, чтобы не возникало кривотолков. Когда с Берлина приехала полиция, они мне сказали, назовите фамилии, имена тех людей, которые там были. Кроме Мухаммада Абдурахманова, брата Тузика Абдурахманова, я ничего имя не назвал. Так как я считаю, что эти люди, во-первых, никакие они не исламисты и не радикалы. Во-вторых, хотя я некоторых из них знал, я считаю, что они не имели никакого отношения к этому. Но если бы я назвал их фамилии, Мухаммад Абдурахманов, который их позвал, конечно же, он им сообщил, наверное, на условиях анонимности. Уверен, он им сообщил, и эти люди сейчас могут быть в разработке. Потому что они работают против чеченского народа. Вот и весь был контакт, все мое заявление, которое я написал на Тузика Абдурахманова. Я был вынужден, когда ко мне приехала полиция, сказал, был такой инцидент? Да, был. Кем он является? ГРУ. Военная разведка работает на них, занимается именно вот этим. Я утверждал, утверждаю и буду утверждать. И если это не так, он говорит, Тумсо Абдурахманов, то выходи на связь, я тебе задам вопрос. У меня куча вопросов, которые тебе нужно задать, и которые следственные органы Чеченской Республики Ичкерия тебе рано или поздно зададут. Сейчас я тебе кое-какие из них задам. Точно так же я открыт для полного открытого диалога с любым. Задавайте вопросы, я отвечу, кем я был. Вот этот Казбек Айтукаев рассказывает, что меня Медведев вербовал. Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр и президент России, который являлся у меня преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете. На 3-м курсе меня Медведев не вербовал. Это опять же ложь, которую они распространяют. Медведев не допустил меня до экзаменов после того, как я отказался сотрудничать с ФСБ. ФСБ меня почти год терроризировала.
И после того, как я отказался напрочь с ними сотрудничать, хотя я пытался сохранить свою учебу, чтобы меня не отчислили, и Медведев меня отчислил. Медведев не допустил, точнее, до экзаменов, а Сергеев у нас был профессор, он, короче, из-за этого экзамена по гражданскому праву я был отчислен. И из-за того, что ну вот, я был вынужден покинуть этот вуз, потому что мне дальше уже все сказали, закрыто для тебя. Но они рассказывают, что Медведев меня вербовал, что он потом это... Медведев не мог вербовать, он не ФСБ, он сам агент. Как является Казбек Айтукаев, по всей видимости, как является Тузик Абдурахманов. Они агенты. А Медведев такой же агент, ну, на данном случае ФСБ. Я был отчислен из университета и там доучивался в другом вузе. Поэтому тоже распространяют информацию. Я отвечу на каждый вопрос, который передо мной поставят. У меня много есть недостатков, хотя эти недостатки после того, как я веду свои эфиры, я стараюсь от них избавиться. Но чтобы не было, к независимости чеченского народа, к репутации чеченского народа, к борьбе, законной борьбе чеченского народа, я никогда не был против или предавал эту борьбу. Никогда. Ни словом, ни делом. Ни словом, ни делом я никогда не отступал от того, что есть. Да, я был вынужден, находясь в России, как-то получать российский паспорт, там, устраивать свою жизнь, работать, как все сейчас это делают. Но я никогда не работал ни на одну спецслужбу в своей жизни. Никогда в своей жизни. Поэтому вот такие вот дела. Все, я думаю, на этом можно наш стрим закончить. Спасибо, что смотрите. Поддержите, распространите это видео. Дал эту бойль, дал диканс, тяхки дуэль массухман. Бельчан и велу сотрудники дал массана геш дуэль велчан. Массана цигахил дол хумана истаяхкана каст дуэль. Дикч ау, нищ ау. Дик дала у дала нищ ау. Хилма дизер дал бок дуэль. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия.